Это Казань. За партами кадеты Юсуф Тухватуллин и Адель Шакиров. Их прадеды вместе защищали Сталинград. Воспоминания хранят потомки. Говорили, было очень сложно. Каждый день приближал победу. Это очень знаменательное событие в истории нашей страны. Я довольно хорошо увлекаюсь Великой Отечественной войной. Мне очень интересно это наблюдать по телевизору, например. Я смотрю всякие документальные фильмы про Великую Отечественную войну. В Татарстане центральной площадкой диктанта Победы стал IT-парк. Здесь свои знания истории проверили кадеты, волонтеры, ветераны военной службы. Участников напутствовал герой России Расим Баксиков. То, что сейчас происходит в мире, это результат того, что мы умеем учиться на своих ошибках. Умеем учиться у нашей истории, потому что мы ее знаем. Молодому поколению, которое сейчас вот второй, третий ряд сидит, это знать необходимо. Вполне возможно, кому-то из вас придется принимать какие-то важные государственные решения в будущем. Диктант Победы по всей стране стартовал в полдень. 45 минут на 25 вопросов. Задание разработали ученые. Просветительскую акцию инициировала «Единая Россия». Тест посвящен 80-летию освобождения Ленинграда от блокады и выходу советских войск на границы СССР. Наверное, не все напишут ответы на 25 вопросов. Совершенно не нужно этого стесняться. Мы придем домой, посмотрим еще раз, обновим свои знания и заинтересуем, особенно молодежь, своей историей. К акции присоединились трудовые коллективы. Так, в управлении Росгвардии на вопрос ответили 50 сотрудников. Цель данного диктанта – сохранение исторической памяти и формирование глубоких знаний о Великой Отечественной войне среди военнослужащих сотрудников Росгвардии. В Нижнекамске диктант прошел на 25 площадках. В лицее перед началом участники вспомнили героев. Нашу Нижнекамскую землю прославили 5 героев Советского Союза, 5 полных кавалеров орденов славы. Мы должны знать их историю. Из них 4 героя Советского Союза – уроженцы Нижнекамской земли. К акции присоединились 300 буинцев. За парты сели школьники, студенты, учителя, сотрудники городских учреждений. В Заинске диктант писали 30 человек. Перед началом каждый получил георгиевскую ленточку. Надо не забывать о тех событиях, интересно вспомнить, как люди жили, как вообще происходили метаморфозы в самом государстве, в его обществе. Это очень интересно и полезно знать. Результаты будут опубликованы через 2 месяца на сайте акции diktantpobedy.rf. Участники получат памятные дипломы. Светлана Звонарева, Дмитрий Аринин, Андрей Ключников, ТНВ, Татарстан.